Ассоциация мигрантов из Центральной Азии, затем Крымская правозащитная группа. Пожалуйста, Ассоциация центральноазиатских мигрантов. Уважаемые ведущие, уважаемые дамы и господа, физические и моральные пытки практикуются на постоянной основе правоохранительными и следственными органами Таджикистана. Об этом свидетельствуют многочисленные отчеты международных организаций, местных НПО, а также жалобы родственников заключенных или подозреваемых. Особенно политзаключенные подвергаются постоянным моральным и физическим пыткам. 3 месяца назад заместитель председателя партии Исламского возрождения Таджикистана господин Мухаммад Али Хаид, который осужден пожизненно, во время очередного свидания со супругой сказал ей, что его мучают и пытают постоянно. Он назвал имена своих палачей, сотрудников тюрьмы. Правозащитные организации и оппозиционные активисты обнародовали заявление супруги Хаита о пытках политического узника. Очень интересно то, что правительственная делегация перед приездом сюда на конференцию 11 сентября посетила Хаита в тюрьме закрытого режима. Для того, чтобы доказать всем нам, сидящим в этом зале, что Мухаммад Али Хаита не пытают, с его стороны нет никаких жалоб. Они взяли у него заявление на имя генпрокурора, которого он подписал лично. Представитель делегации 18 числа на сайт-ивенте, посвященной ситуации в тюрьмах, показал нам его заявление и хотел таким образом опровергнуть все обвинения в адрес властей. Но этим действием они еще раз доказали факт пыток против заключенных. Дело в том, что Хаид в этом тексте пишет, что 11 числа, то есть за день до приезда делегации, его никто не пытал. Исходя из этого, можно сделать вывод, что его пытали постоянно, кроме 11 сентября. Возможно, среди нас в этом зале в составе правительственной делегации сидит человек, замешанный в пытках и мучениях политзаключенных. Как в прошлом, так и в нынешнем году члены правительственной делегации Таджикистана выступают очень агрессивно по отношению к своих политических оппонентов. Если в конференции по человеческим измерениям они ведут себя таким образом, то вы можете представить, какова их поведение в тюрьмах по отношению к политзаключенным. Просим объяснить, уделить особое внимание этому вопросу и потребовать от таджикских властей прекратить практику применения пыток по отношению к заключенным. Благодарю за внимание. Thank you. The next speaker